Якутия в мире. Добрый день, дорогие радиослушатели! Сегодня у нас в гостях Александр Кириллович Павлов, генеральный директор ювелирной компании «Кирге». Добрый день! Добрый день. Александр Кириллович, можете, пожалуйста, сначала немножко рассказать о себе? Я родился в Вилюйске, окончил Якутский государственный университет по специальности историк. С 1993 года я работаю директором ювелирной фирмы «Кирге». У человека, у каждого есть хобби. У меня тоже несколько хобби есть. Это прежде всего я люблю мастерить, делать серьги. Да. Расскажите, пожалуйста, как это хобби возникло? Первое, это то, что это чисто случайно получилось. В 2013 году, в конце сентября, мы поехали на зажжение олимпийского огня в Сочи. С нами ехал один человек, которого я раньше не знал, но когда мы в самолете познакомились, оказался это Александр Иванович Шадрин, преподаватель Намского педколледжа, и он сказал, что едет делать серьги. Я заинтересовался, и когда на следующий день по приезду я попросил его с собой взять, чтобы я там хоть помог перекатывать бревно. И так мы с ним пошли и увидели на самом видном месте, самый центр Олимпии города. Это на площади напротив мэрии. Это бревно лежало, уже подготовлено, и мы должны были его обстругать, отшлифовать и начать делать узоры. И он говорит, надо обстругать. Я говорю, давай я. И потом отшлифовать. Я отшлифовал. Потом начали узоры делать. Я говорю, давай я. И он все показывал. И так я научился делать серьги. И он объяснял, в принципе, что это для чего этот узор, для чего, допустим, чарон и так далее. Ветки, которые, голову лошади, быка мы делали там. И все это он объяснял. Как человек, который когда-то проходил этнографию, я все же вспомнил старые свои познания. И, естественно, мне очень нравилось, что я начал помогать ему. Потом, в следующем году мы в составе делегации тоже поехали в Америку, в Соединенные Штаты Америки, Калифорнию и город Кугалала. И там уже была группа Илиада, Михаил Ершов, Вильям Федорович Яковлев, знаменитый наш сейчас ледовый скульптор Егор Степанов и другие. Они уже там делали 3 серьги. Мы приехали, они уже почти заканчивали. И когда мы приехали, увидели, что там нет на чароне узоров. Я говорю, почему нет? Они говорят, не успеваем. Я говорю, можно я делаю? Они как-то подозрительно посмотрели сначала, а потом говорят, ладно, делай. Я начал делать, и, видимо, они увидели, что я что-то могу, и уже попросили другие узоры делать. И так я очень рад, что я хоть какую-то долю помощи, можно сказать, оказал им. А потом уже в Монголии уже попросили, и там очень интересное место есть, Тарельч называется. Это как наш Киселя. Там тоже скалы, там черепахи, там медведь и другие похожие, такие эти скалы. И там курортная зона, туристическая курортная зона, там есть даже кумусотерапия есть, и там очень много турбаз. И на одном из них, называется Гуру, мы поставили это серьги. Пошло-поехало, и уже потом Исландии мы поставили, сделали. Там прямо интересно сделали, что там проходил международная конференция Arctic Circle, то есть Арктический круг. Там присутствовал Пан Ги Мун и жена Джона Леннона и Юко Оно. Они так сделали, что я делал именно у входа знаменитого конгресс-холла, Харпа называется, самое крупное сооружение Рейкьявике. И, естественно, все люди выходили курить, выходили, заходили, и все интересовались, спрашивали. И столько за 4 дня, пока я делал, столько фотографирования меня, что я в жизни, наверное, столько фотографий у меня. И на кино снимали, и на телевидении снимали, там очень много было. И даже Пан Ги Муном мы встретились, он очень заинтересовался, подошел. И, главное, по-русски спросил меня, а что за это дерево? Я сначала не понял, думаю, кто это говорит, оказывается он. Поэтому очень интересно эти дни прошли. Наша Кирга Александра там жила, и она тоже там была и помогала нам. Самое интересное, люди приходили и меня угощали. Кто кофе давал, кто чай, даже исландские водку давали. Пиво я даже не считаю.
И даже, и самое интересное, принесли жеребятину в мороженом виде, как у нас. И структура этой жеребятины, точно такая же, как у нас. И они, оказывается, едят, исландцы, его тоже как строганина. Интересно, очень такой доброжелательный народ. Они видят, что человек трудится, там очень ветрено было, дождливо было. Прохладно, так скажем, да. И они приносили мне такие презенты, можно сказать. И потом началась Европа, это Сербия, когда первый цех в 2016 году. Лариса Ильясовна Кулаковская попросила сделать Сергея. И я впервые в жизни видел такой материал, как дуб. И я впервые понял, что такое дубеет же говорят. Когда я начал работать, а он был кривой, как сабля. Я 3 дня потратил, чтобы выпрямить более-менее. И когда Святая Троица наступила, работать нельзя православным, не разрешается. Я уехал в Черногорию с женой и на следующий день же возвратился. И начал работать. И за 2 дня дуб, он свежий был, одубел, как говорится. Он уже твердым стал. Топор отскакивал, шлип-машинка прогорала. Да. Поэтому, оказывается, дуб это очень интересное дерево. И потом уже в Казахстане, в Астане тогда, сейчас Нур-Султан. Там конференция тоже по тенгрианству была. И там мы тоже поставили. Но там проблема была, скажем, с руководством мэрии города, потому что они мусульмане, а тут ставится тенгрианский знак. И руководство было не очень-то довольно. И они все сказали, что мы вам предоставим хорошее место, так и не дали. Все время чем-то мотивировали. И человек, который этим делом занимался, очень влиятельный человек в архитектурном мире, он один из, был руководителем создания новой Астаны. Он нашел место в одном из отелей частных, и они предоставили нам место. Конечно, мусульмане это не одобряют, видимо, языческие. То же самое было в Польше. Дело в том, что поляки это самая католическая из европейских стран, можно сказать, и у них даже папа был, Иоанн Павел II. И когда я делал Сергея во дворе школу имени Старышевского, на его родине, деревня называется Козлы. И там я делал, и ихний священнослужитель, католик, он все время в школу приходил. Видимо, читал лекции и так далее. Все время так косо смотрел на Сергея. И я уже неудобно стало. И поляка Петра я спрашиваю, который мне помогал. Я говорю, может, что-то сделаем, чтобы он так косо не смотрел? Он говорит, а что можно сделать? Я говорю, давай я сделаю католический крест, говорю. Он говорит, разве можно на Сергея крест сделать? Можно, конечно, говорю, что там. Васлав Шерешевский, говорю, верующим был католиком, тем более Польша католическая страна, давайте сделаем. Я сделал на самом верхушке католический крест. На следующий день приходит ксенц, или как он называется, и увидел, остановил взгляд, так долго посмотрел, и как-то уже по-другому. Уже по-доброму. Да, и уже, как говорится, больше вопросов к нам не было. Поэтому с какой-то стороны тут и политика. И можно сказать, что Польша это единственная за последние, скажем, после распада Союза, и социалистических стран, это памятник, который поставили на территории Польши, тем более россиянинам. Это тоже, с одной стороны, очень большая победа для нас. Она не политическая, она знак уважения, признательности Ваславу Шерешевскому. И мы, когда выступали, там тоже все это объясняли. И народ это понял. И сейчас они очень бережно смотрят, дети там ухаживают. Мне Петр, который там, поляк, который там проживает, он все время меня отправляет по WhatsApp, кто приехал, там сфотографировался, или дети там. Отношение к Сергею очень хорошее. В Болгарии поставили, потом в прошлом году в Риге мы поставили в честь столетия Рижского краснознаменного института гражданской авиации имени Ленинского комсомола. Я там добавил крылья авиаторов. И тоже люди туда приходят, выпускники, и тоже отправляют мне сообщения. А Литве мы поставили под Каунасом. Там Румшицкий есть такой музей под открытым небом этнографический. И когда в 60-е годы делали под Каунасом водохранилище,
они все вот эти деревни перетащили вот туда. Ну, хорошие там мельницы, там усадьбы хорошие. И там же организовано, ну, место есть под названием Алас. Это те люди, которые были в ссылке Якутии, балаган построили, ну, похоже, где они жили, в Якутии, да. Там вагончик притащили и поставили, и там тоже выставка, потому что в таком вагончике они ехали до Казахстана, а потом уже в Якутию. И там поставили очень много статуй, как они там рыбачат, как там ребенок умирает и так далее, там очень много, как учились. Рядом с балаганом они попросили поставить там Сергея. Вот. И мы там тоже делали, и они тоже вот сейчас постоянно ходят на это место, и им очень нравится, что там появилась якутская Сергия. Вот. Но в Турции еще мы поставили 2 Сергия. Первое вот тоже некую культуру города Якутска было в Стамбуле. И там мы поставили прямо в Стамбуле, ну, в конце Золотого Рога, там парк есть, и там мы поставили Сергия вот с Александром Ивановичем Шадриным. В прошлом году они попросили уже наши местные якуты, которые имеют квартиры в Алании, Азура парк. Там комплекс есть, и там они попросили поставить Сергея, и мы там делали. Вот Андреев Петр Николаевич, вот директор Артодойду, вот по его инициативе мы там делали, они сами помогали, и мы там сделали. И тоже люди туда приходят, очень многие. Вот. Я 3 Сергея сделал. Первое Ильмени под Старой Руссой, где вот памятник нашим погибшим воинам в честь 75-летия победы над фашистскими войсками под Новгородом. Потом в Калининграде, тоже на Исехе. Последнее вот это в Селигере, Тверской области, это озеро, знаменитое озеро, где начинается исток Волги. И там есть турбаза Green Gold Park. И они тоже, хозяева, попросили там поставить Сергея. Прямо у входа в этот Green Park. И вот тоже отправляли фотографии, что там люди останавливаются, все фотографируются. И, ну, и этим самым они узнают про Якутию, что за это дерево стоит и так далее. Ну, мы там таблички обязательно пишем, что это за дерево, вот, что сделано знак благодарности или там честь дружбы между народами и так далее. Таким образом, да, народ превратилась. Да, узнают о Якутии. Таким образом, получается, случайность привела к тому, что через Сергея вы продвигаете вот народную дипломатию, нашу республику, да? Очень интересно. У меня свой стиль есть. Люди, которые когда-то потом будут изучать, они могут прийти в любую страну, где там будет стоять, и увидеть это Сергей, скажут, это Павловская. Я знаю вот Маркова Сергей какой, да, вот того же Степанова, да, Шадрина, и там видно вот стиль. Поэтому вот этот мой стиль, он должен сохраняться везде, где бы ни был, может улучшаться, конечно. Я ни у кого денег не прошу, я делаю это бесплатно. Иногда даже покупаю бревна сам, и никто мне не оплачивает проезд, проживание. Вот. Иногда бывает, что они проживание мне оплачивают, это такое бывает. Поэтому вот я хочу сказать, что другие мастера, они не могут ездить. Поэтому приходится мне, можно сказать. А о планах, в этом году есть несколько заявок. Вот, первое, это вот в марте месяце просят во Франции. Вот, там будет бизнес-миссия наших предпринимателей. И в рамках этой бизнес-миссии хотят установить Сергея. Я должен на неделю раньше поехать и подготовить это дело. Но там тоже проблема, это найти бревно. Это очень сложно, оказывается, и они все заказывают с Германии. То есть во Франции максимальная длина по мировому стандарту 4 метра. То есть это очень низко, поэтому мы попросили хотя бы 5 метров, 5-6 метров. Диаметр, хотя бы 40 сантиметров. Вот. И потом мы вот только что приехали с Венгрии, и нас пригласила ассоциация Куралтай. Это ассоциация уже до начала 2000-х годов существует, и в 2008 году они впервые провели вот праздник Куралтай. То есть туда пригласили все тюркоязычные народы мира, казахов, тувинцев, алтайцев, турков и так далее. Но наша делегация, кажется, не была. Последующие каждые 2 года проводят. И вот Ильяна наша знаменитая там была, украсила, говорят, праздник. И с пару девчонок были, я не знаю, кто они были, просто видел фотографию. И наши спортсмены масс-рестлингисты были. Там масс-рестлинг тоже проводили позапрошлом году.
Вот. То есть как таковой делегации Да, не вот было, да? таковой, потому что они говорят, что да, мы давайте дадим вам там юрту, вы украсьте, там фотовыставку сделайте, там можете продажи, даже ювелиркой, там другими сувенирами и так далее. Все привозят там свои, там плов делаете, ну как наш СЭХ проходит. И там конные скачки, там разные там игры и так далее. И гала-концерты, и каждый может у себя возле юрты тоже маленькие концерты давать. Поэтому в этом году они очень просят, чтобы была делегация. Но вся беда в том, что, конечно, у нас не предусмотрено в бюджете вот, участие наших делегаций. И поэтому денег не предусмотрено. И только на общественных началах, то есть на свои средства или найти спонсоров. Вот хотелось бы, чтобы и наши хорошие артисты там были, представили нашу республику, ну и спортсмены. Это будет происходить с 14 по 16 августа. Я надеюсь, что в этом году все-таки Якутия будет представлена достойно, благодаря таким же настоящим дипломатам, как вы. Надеюсь, что и дальше вы будете рассказывать своими делами о нашей республике. Желаю вам дальнейших успехов и хочу вас попросить сказать несколько слов пожеланий нашим радиослушателям. Ну, во-первых, конечно, вот якутоптисты, да, меньше 500 000. И я год патриотизма, да, вот могу сказать, что мы как патриоты своей республики, России, мы должны показывать другим народам мира, что есть такой народ, как якуты, Сахалар. Даже вот такими, ну, казалось бы, маленькими, вот поставить Сергея, допустим, где-то, да, это какая-то, ну, толика всей политики, вот скажем, имиджевой политики республики, может быть, да. Но это все равно сыграет свою роль, и я вот буду, конечно, продолжать это делать. Хочу, чтобы в этом году, тем более такой интересный год, 2020, да, и юбилейный год победы 75-летия над фашистской Германией. Я хочу пожелать, чтобы действительно, во-первых, был мир во всем мире, вот, никакой войны, вот, и, во-вторых, чтобы все были здоровы, жизнерадостны, чтобы те, кто не имеет работы, нашел работу, кто не имел своей половинки, пусть найдет, ну и всем семейного благополучия и счастья. Спасибо большое. Очень хорошие пожелания. Друзья, я напомню, что у нас в гостях был генеральный директор ювелирной компании «Керга» Александр Павлов. Для вас сегодня работали Екатерина Голикова и Сабина Данилова. Якутия в мире.